Продолжаем бороться с дремучей безграмотностью и идиотизмом наших граждан, которые, в частности, придумали термин «славяно-арийские веды». Ну, давайте поймем простую вещь. До того, как все люди, ныне живущие на земле, жили на своих землях, на этих территориях кто-то жил. Так получалось всегда. Безусловно, из тех людей, которые сегодня живут на территории Российской Федерации, включающей гигантское количество земель от Тихого океана до моря Атлантического, от Северного Ледовитого до границ Центральной Азии, самые, пожалуй, старые автохтонные насильники всего, чего есть, это войнахи. Не специально в качестве комплимента Евкурову или Кадырову, а потому что, действительно, исходя из того, что археологи нам говорят, вот в этом высокогорном уголке Кавказа они осели раньше всех прочих. Даже там чукчи на Чукотке наши сильно позже пришли на свои территории. С большими, надо сказать, боями. Анекдоты про чукчи — это очень смешно, если знать, что собой чукотская культура, в том числе чукотская культура войны, представляла на самом деле. А они откуда пришли? Они пришли с юга, прорывались, там это культура Железного века, прорывались с тяжелыми боями, покоряя и уничтожая, опять же, автохтонное население. Причем это действительно такая мощная была боевая культура, которая набегами гуляла по Северной Америке, и не только по территории Аляски, но и там сильно на юг до Канады, захватывая рабов вполне еще в XIX веке. И казаки, которых туда привела тяжелая судьбина, и матушка-императрица, вот чего-чего, но с чукчами им воевать было очень тяжело. История о том, как там покорялся Дикий Запад, это детский лепет по сравнению с тем, что происходило в 17, 18, 19 веке на Дальнем Востоке и в Сибири, что представляли собой переселение якутов, и как они распространялись, выбивая автохтонные народы, ну, что другое. Но, повторюсь, самые древние, там это несколько тысяч лет все-таки, это действительно войнахи из всего Кавказа. Не потому, что в данном случае вот некий комплимент, а как есть, так есть. Предки их, безусловно, жили где-то в других местах, сохранились очень любопытные свидетельства лингвистические о том, как на территории Малой Азии они явно пересекались с какими-то предками будущих римлян, потому что вот существуют определенные, когда вы начинаете компаративистикой заниматься, существуют определенные пересечения на определенной там глубине, причем, что довольно забавно, чем глубже вы заходите, если вы профессионально с этим работаете, не как Задорнов, только всего ради святого он там ринулся в языки, ничего там не понимая. И, надо сказать, сильно стал теперь анекдотом самым у всех профессиональных лингвистов. Хотя известно, кто ему про эти все глупости рассказал. И, в общем, человек это тоже малоуважаемый. В данном случае они когда-то пересекались, были заимствования, и такого рода вещей достаточно много. Что касается славян и вопроса о том, откуда, когда, где, что, народ возникает... Каждый народ возникает в какой-то момент, исходя из течения исторических обстоятельств, разных. Какая-то война, какое-то переселение, какой-то поход, другие обстоятельства. Можно долго рассказывать, как возникли гунны, как возникли супернации, вроде тех же современных китайцев, исханьцев, там, что такое русские, когда они сформировались, что такое англичане, французы и прочие испанцы, итальянцы и немцы, и как они формировались. И надо сказать, что нам здесь, живущим в России, вот не нам с тобой, а людям русского происхождения. Русское происхождение какое? Этнического. Это люди, которые происходят из славян, я просто к тому, а также к ним примкнувших народов Поволжья, которые к славянам никакого отношения не имели, народов Кавказа и много чего другого, но этноним русский. Особенно стесняться того, что все это сформировалось в 17 веке, нечего, потому что формировались нации большие, европейские в это время, французы, англичане, русские. Они тогда формировались, переставали быть... Откуда название славяне? Слово, язык.
Я понимаю это слово, а почему немцы? Потому что, они же не мы, Не они же говорят, нормальных языков нет. Это вообще стандартно, человеку свойственно называть или люди, или Рос и говорить, рус от роксоланского свет в двух диалектах. Рохс и рухш. Да, еще птица рух. Летела, на яйцо села, Синдбада морехода подняла и драгоценных камней ему дала. Сказки про это все хорошо. Мифология у любого народа может быть любая. Известно, что евреи тоже не возникли из времен безумных миллионов лет до нашей эры, когда, может, австралопитеки бродили. А вполне себе Авраам, когда он вышел из Ура Халдейского, он, конечно, принадлежал к неким семитским народам, но не был он никаким евреем. Конечно. А дальше было много чего другого. И дальше, строго говоря, до той поры, пока эти самые ибри, которые из-за реки, которые ее пересекли, не получили весь свой исторический багаж, то этнической группой они, и тем более народом или нацией, не стали, и много чего им пришлось пережить, пройдя тысячи и тысячи километров по Ближнему Востоку, пока сформировались. Стесняюсь спросить, пишет человек, а кто Задорнов в эти глупости рассказал? 5533 Вести. Ой, не хочу давать эту рекламу. Известен человек, который в науке не пошел. Понимаете, рассказ о том, что радуга – это дуга Ра, как говорит любимый мной большой специалист по славянам и по викинговской истории на территории Восточной Европы, в том числе профессор Петрухин, это рассказ о том, что фамилия Задорнов означает «Зад-ор-нов», что не комплиментарно. Скажи мне вот что. Или да-да. Или что? Про славян два слова скажу. Да, тогда. То есть и откуда они пришли? То есть известно всем в учебниках, и это есть им правда, что из Междуречья, Висла и Одера, там сформировалась эта группа, и распространившись чрезвычайно по Восточной Европе, по Южной Европе, когда слабела Византия, захватила колоссальное количество изначально земель, населенных различными народами. Балтской языковой группы, германской семьи. И часть уничтожили из этих народов, так вижу. Все друг друга уничтожали, а как? Или же кого догнал, на том женился, тоже опять-таки. Никаких здесь специальных... А в Москве кто до этого были? То есть на территории современной Москвы? Балты были на территории современной